Нынешний год, проходящий под знаком 30-летия независимости, войдет в историю нашего государства как величайшая дата в его становлении и развитии. Для каждого из нас волнующей является мысль о пройденном пути страны. Памятен для истории каждый последующий день, каждый год жизни нашей страны, и об этом свидетельствует период развития всех сфер жизнедеятельности общества с 1996 по 2000 годы. 30 января приступил к работе двухпалатный парламент, начало деятельности которого глава государства назвал истоком зарождения казахстанского парламентаризма в истинном цивилизованном его понимании. В этом же году, 7 октября, Нурсултан Назарбаев впервые обращается с посланием к народу Казахстана, положив начало ежегодной практике подобных программных выступлений, в которых в последующие годы президент будет озвучивать ориентиры развития страны на перспективу. В 1996 году Казахстан подает заявку на вступление во Всемирную торговую организацию, подписывает договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Впервые независимый Казахстан принял участие в 26-х летних Олимпийских играх. Legendary moment in a sport time, никак иначе. Историческая встреча в Шанхае. Весной 1996 года Казахстан и ряд граничных государств подписывают соглашение об укреплении доверия в военной области. Встреча представителей стран прошла в китайском городе Шанхай. Именно эта встреча заложит основу для создания Шанхайской организации сотрудничества ШОС. 16 декабря суверенный Казахстан отпраздновал свой первый маленький юбилей. За 5 лет со дня обретения независимости республика прошла непростой путь, а принятые решения и проведенные реформы заложили основы будущего развития страны. Когда независимому государству всего 6 лет, каждый год для него особенный. Но относительно 1997-го это определение в высшей степени оправдано. В 1997 году президент суверенного Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил перенести столицу страны из Алматы в Акмолу. Это решение было продиктовано важным месторасположением города в центре Казахстана и Евразийского континента, наличием необходимой транспортной и коммуникационной инфраструктуры. Особую роль при выборе новой столицы сыграло наличие свободных земель для развития города. Стратегия «Казахстан-2030» также была объявлена главой государства в 1997 году. Это второе и, пожалуй, самое знаменитое послание президента народу. Тяжелые времена рождают сильные сомнения. Но я абсолютно уверен в том, что если мы сохраним политическую стабильность, этническую гармонию, если мы не будем позволять пессимистам подрывать уверенность народа в будущем нашей страны, то мы быстро достигнем цели экономического роста. Для этого у нас все имеется. Если мы будем усердно работать, четко выполняя нашу стратегию, мы станем первым настоящим центроазиатским барсом. Девиз стратегии 2030 – процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. В этом документе президент Нурсултан Назарбаев тогда изложил свое видение целей и задач развития страны в новом тысячелетии. 11 июля принимается закон о языках в Республике Казахстан, согласно которому государственным был определен казахский язык. Русскому придан статус языка межнационального общения. Этническим диаспорам гарантирована возможность свободного и полноценного развития своих языков. Весь 1997 проходил под знаком Года общенационального согласия и памяти жертв политических репрессий в Казахстане. И 31 мая в нашей стране впервые был отмечен День памяти жертв тоталитаризма. Это год, когда у Казахстана появилась Астана. 6 мая был подписан президентский указ о переименовании Акмолы, так что международная презентация новой столицы 10 июня проходила уже под девизом «Новое имя на карте мира». В 1998 году Астана также обзавелась первым генеральным планом развития, автором которого стал японский архитектор Кисё Курокава. На внешнеполитическом треке стоит выделить развитие отношений Казахстана и России.
Страны приняли декларацию о вечной дружбе и сотрудничестве, ориентированном в 21 век, а также подписали первый протокол по делимитации государственной границы. Реформы в сфере пенсионного обеспечения заложили основу для перехода от государственной солидарной к накопительной системе. 1999. Последний год тысячелетия. В начале года 10 января состоялись президентские выборы. Нурсултан Назарбаев одержал уверенную победу, набрав практически 80% голосов. Согласно статистике, явка на выборы составила 87%. С 25 февраля по 4 марта прошла первая перепись населения независимого Казахстана. Согласно ей, численность Казахстана составила 14 миллионов 953 тысячи человек. Еще одна знаковая электоральная кампания этого года – выборы в Мажилис 10 октября, ставшие первыми многопартийными демократическими парламентскими выборами в Центральной Азии. Участие в выборах приняли 9 партий, прошли 4 – ОТАН, Гражданская, Аграрная и Коммунистическая. Безусловным лидером с почти 30% голосов стала возглавляемая президентом партия ОТАН, которая была создана в этом же году 1 марта. Астана по решению ЮНЕСКО получает звание города мира, что стало мировым признанием успешного развития казахстанской столицы. Новый миллениум обещает новую лучшую жизнь для всех казахстанцев. Казахстанцы с размахом встречают новое тысячелетие. В 2000 году рост ВВП Казахстана составил 14,5%. Подъем экономики был обеспечен за счет мирового роста цен на нефть. Легендарные Олимпийские игры. Олимпийские игры в Сиднее стали вторыми летними Олимпийскими играми, в которых Казахстан принял участие. Представлять нашу страну в Австралию отправилось 130 спортсменов. 10 октября на встрече в Астане президенты Казахстана, Беларуси, России, Таджикистана и Узбекистана подписали договор об учреждении Евразийского экономического сообщества, предтечи Евразийского экономического союза. 6 сентября в Нью-Йорке Нурсултан Назарбаев принял участие в саммите тысячелетия ООН, на котором были приняты знаменитые цели развития тысячелетия. Впервые 9 мая в Астане проходит военный парад, посвященный 55-летию Победы в Великой Отечественной войне. В период с 1996 по 2000 годы стал важнейшим этапом в развитии независимого Казахстана. К этому времени реформы приобрели необратимый характер и появились конкретные результаты проводимых преобразований. На рубеже 20 и 21 веков Казахстан занял достойное место в мировом сообществе. Возросла его роль в многосторонних структурах регионального и мирового уровня. Вышеперечисленные события, факты приведены в документальных хрониках, книгах и других изданиях и являются логическим проявлением процесса реформирования Республики Казахстан.